Продолжаем информировать о вакцинации детей против вирусных заболеваний. В Ингушетии, напомню, за счет Национального фонда развития планируется провести дополнительную волну иммунизации от полиомиелита в феврале и в апреле. Также работает горячая линия 8 988 124 15 70. Репортаж Тамары Хашагульговой. Стандартная процедура перед прививкой от полиомиелита – консультация у педиатра. Этой малышке измеряют температуру, слушают легкие. Чтобы убедиться, препятствий для вакцинации нет никаких. Только здоровые дети отправляются в прививочный кабинет. Руку держите, вот она вот так держите. Все. На все про все пару секунд. Ребенок даже не успевает испугаться, как укол уже сделан. Еще около получаса под наблюдением врача, и можно смело отправляться домой. А на очереди сестры Хашиевы. На вакцинацию от полиомиелита они пришли с отцом. Признаются, уколы хотя и не любят, но заразиться не хотят. Мне было чуть-чуть, конечно, больно, но это не так уж было больно. Прививки, чтобы не болеть, надо делать. Определенного лечения от болезни нет. Предотвратить полиомиелит может только вакцинация. Поэтому так важно не пренебрегать здоровьем детей, которые могут заболеть и заразить других. К счастью, понимающих это становится больше. Я бы всем советовала делать вакцинацию. У меня внуки все привитые. Я часто прихожу, по всем кабинетам здесь хожу. Вот, врачи очень хорошие, внимательные, коллектив очень сплоченный. И прививки вот я не только внукам, правнуку уже сделала, первому правнуку, сама ей сказала, она говорит, да, конечно, я говорю, обязательно, только представить, я говорю, эти болезни страшные такие. И я бы хотела, чтобы все люди вот своих детей прививали. Это будет безошибочно, потому что все это для детей надо, для будущего поколения это надо. И бояться здесь нечего. Благодаря вакцинации полиомиелит очень скоро может стать частью истории. С 1980-х годов число случаев заболевания вирусом сократилось на 99%. Но ситуация все еще остается неблагополучной. Передается полиомиелит фекально-оральным путем. Основной путь передачи, но мы еще и не забываем про воздушно-капельный, который, когда он вначале попал, он все равно каким-то с чихом, с этим он выходит, эти вирусы. Определенно, там, недельку-две, может быть. Этот вирус, он такой устойчивый, то есть он погибает только в условиях высокой температуры, то есть при кипячении, и обработка там хлорсодержащими средствами. Вот при этих условиях, но даже фильтрация воды не помогает погубить этот вирус. Напряженная ситуация остается в Чечне, Дагестане, КЧР и Ингушетии. Поэтому планируют провести дополнительную иммунизацию детей. Решение принято Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей во исполнение рекомендаций специалистов Национального центра по диагностике полиомиелита. Иммунизация пройдет в 2 тура с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля. В феврале и в апреле запланированы туровые вакцинации. Первичную вакцинацию первую мы будем делать неживой вакциной в связи с тем, что этот ребенок вообще не был привит. Поэтому мы реально призываем пересмотреть родителей отказы и хотя бы против полиомиелита сделать вакцинацию. Основной носитель вируса – человек. Заболевание опасно тем, что может протекать бессимптомно или в стертой форме. Всего существует полиомиелит 3 типов. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. При этом в вирусе именно поражаются вот эти вот моторные двигательные нейроны. И здесь, если даже ребенок приходит в норму, после этого, но это очень тяжело достаточно. То есть нейроны все равно погибают, и часть нейронов как бы замещает те нейроны, то есть живые здоровые нейроны, они как бы замещают эти. И даже есть такое называется постполиомиелитический синдром, то есть через десятки лет, уже будучи взрослым, если ребенок перенесет вот эту перипаралитическую форму полиомиелита, он может выразиться уже во взрослом, в старшем возрасте в виде паралича.
В детской консультации Карабулака прививают детей инактивированной и так называемой живой вакцинами. Здесь учли все требования при хранении лекарств. На случай ЧП имеется генератор. Вакцины хранятся при температуре 2,8, как и положено. В данном холодильнике у нас вакцина, которая используется на текущий день, чтобы не открывать холодильник, в котором находятся все вакцины, потому что температура может падать. Этими вакцинами сегодня будет пользоваться медсестра для детишек, которые придут на прививку. А также родители могут прийти посмотреть ампулу, целостность ампулы, срок годности, инструкцию по использованию, кто выпускает вакцину, как пользоваться. Уникальная возможность избавить мир от полиомиелита в руках каждого, благодаря коллективному иммунитету. Главное оружие в этой борьбе по-прежнему вакцинация. Тамара Хшагульгова, Асхат Белакеев, Новости 24.